На часах 6 вечера зал бойцовского клуба Inc.Fighter заполняется основным составом команды. Каждый день по несколько смен здесь проходят усиленные тренировки. Если днем тренируются начинающие спортсмены, то вечером начинается основной тренировочный процесс уже с более опытными бойцами. Любая тренировка начинается с разминки. Так как в ММА спортсмен использует абсолютно все мышцы, он должен их полностью подготовить к тренировкам. Бойцы могут тратить на разминочные упражнения до получаса. При подготовке к бою продолжительность разминки увеличивается, так как необходимо работать над скоростью и выносливостью. Разминка завершена, а значит самое время, чтобы начать основную часть тренировочного процесса. В бойцовском клубе Inc.Fighter каждый день расписан поэтапно. Сегодняшняя тренировка направлена на улучшение ударной техники. С каждым годом именно этот аспект все больше используется в мире смешанных единоборств. Находясь в стойке, бойцы показывают настоящее зрелище для болельщиков, стараясь как можно красивее нокаутировать соперника. Перед тем, как выйти на профессиональную арену, бойцам ММА необходимо набираться опыта на соревнованиях любительского уровня. Представители бойцовского клуба Inc.Fighter стараются принимать участие практически на каждом турнире, как внутри республики, так и за пределами. Так, на прошедших соревнованиях по боевому самбо и грэпплингу подопечные Вахи Шанхоева и Муслима Кацыева показали хороший результат и завоевали более 10 медалей различной ценности. Последний турнир у меня был во Дворце спорта, всероссийский турнир по боевому самбо. Там я провел 4 боя, выиграл, стал первым. Соперники были очень хорошими, и я хорошо подготовился к этому турниру и по воле Всевышнего стал первым. Вот насколько я знаю, Семирлан, ты очень часто выступаешь, да, у нас в республике. С кем тебе сложнее бывает выходить на бой, со своими земляками или же с ребятами, которые приезжают из других регионов? Ну, конечно, сложнее бывает сложнее настроиться, когда с тобой земляк уходит на бой. И как-то бывает неловко, но все равно приходится драться, и по-любому нужно выиграть. Если говорить именно по прошедшие турниры, да, вот были ли у тебя соперники, которыми ты раньше встречался? Да, вот я в полуфинале был чеченец Адам Исаев. Я его давно знаю, мы друзья, и мы не стали драться на самом деле, и мы кинули. Вот турнир завершился, да, теперь впереди новый турнир. Вот как вы вообще готовитесь к этим турнирам и как проходит тренировка у вас в зале? До турнира мы хорошо подготавливаемся, больше делаем усилия на выносливость и на технику, и перед турниром за 2-3 дня мы избавляем обороты и немножко отдыхаем. Исмаил, расскажи про свой последний турнир, на котором ты участвовал. Вот насколько сложный был турнир? В этом турнире уровень большой был, хороший уровень, соперники хорошие были. Один бой всего лишь провел, так как второй соперник уже снялся, и третий был наш, уже с нашего клуба. Вот. Финальный бой только был. Вот если говорить именно про этот бой, да, вот насколько сложный был твой соперник и как ты выиграл вообще в этом бою? По очкам выиграл, сразу перевел, потом добил, и время так закончилось. Вот сколько у тебя времени ушло на подготовку именно к этому турниру? Практически мы уже каждый день тренируемся, готовы на любые. Сейчас еще готовимся к 30-му турниру.
Пока все готово, иншаллах. А если в общем говорить про ваши недельные тренировки, вообще как у вас расписана неделя? Расписано, в понедельник у нас ударка, борьба бывает вольная, вторник ударка, среду грэпплинг и четверг кроссфит, пятница все, спарринг все. Исмал, как ты считаешь, готовы ли вы на 100% к предстоящему турниру? К ближайшему турниру готовы на все 100%. А результат? Результат первое место, иншаллах. Такое успешное выступление стало для клуба уже обычным делом. Выезжая на любые турниры, эти ребята настраивают себя только на победу, что в итоге приводит их к успеху. Да, мы выступали на нескольких турнирах. Вот последний турнир боевой самбо проходил у нас во Дворце спорта «Магаз». Ребята выступили отлично. Вот первый турнир, в который я реально доволен ребятами. Заняли больше 10 первых мест, столько же и третьих, и вторых. Ребята вообще выступили отлично, были готовы, но мы за несколько месяцев уже готовились к этому турниру, поэтому хорошо подошли к нему. Совсем скоро, опять же, да, вам предстоит еще выступить и на нескольких турнирах, опять же, да, и вообще как пройдет подготовка и что за турнир? Мы пару дней отдохнули, легкие тренировки у нас были. Сейчас мы уже дальше готовимся к турниру 14 числа этого месяца. В Малгобеке будет проходить турнир. Наш брат Баширбеги устраивает хороший турнир, хорошие призы. Сейчас мы младших ребят готовим к этому турниру. И плюс в конце месяца у нас в Хасавюрте тоже довольно-таки хороший турнир по правилам Союза ММА будет проходить. И старше будем туда готовить, младших ребят на наш турнир в Малгобеке будем готовить. Каждый год в Ингушетии организовывают целый ряд любительских турниров по ММА, самбо и других видов единоборств. Для начинающих бойцов это прекрасная возможность почувствовать себя более уверенно перед выездом на соревнования за пределами республики. По словам президента Федерации ММА Республики Ингушетия, на прошедших турнирах наши ребята показали хороший прогресс. Последние недели две, да, если взять, прошли 2 турнира, прошло. Это по грэпплингу был турнир, вот, отличный турнир, отлично организованный Илязом Хашигулиговым. Вот, там были у нас с командой ребята, выступили именно с этого клуба, выступили достойно, показали хороший результат. Вот. А также, как все мы уже знаем, во Дворце спорта проходил турнир по боевому самбо. Там мы выступили очень мощную команду, выставили мощную команду. Там основные ребята там выступали, показали достойнейший результат. Все бойцы выступили на все 100%. Вот. Я очень доволен результатами, если честно. На каждом турнире, Ваха, ты сам присутствуешь, да, и на этих турнирах участвовали все команды, все бойцовские команды нашей республики, Эскар, Инкфайтер, РЗ, да. Вот на твой взгляд, в общем, если говорить, как выступили ребята? Да, мне приходится присутствовать на каждом турнире, наблюдать за всеми бойцами. Команды, там именно по боевому самбо, да, там был командный зачет, поэтому все сильнейшие клубы республики там были. Там отмечу, любую команду взять, да, сейчас в республике, она может создать этот клуб может создать сильнейшую конкуренцию, да, потому что там в каждом клубе есть сейчас сильные ребята, сильные тренера, они тренируются каждый день. И тот же Эскар, они там стали первыми командами, вот, это тоже о многом говорит. Тот же Хищник клуб под руководством Шибилова Гирхана, клуб РЗ, да, мощнейший клуб, да, один из, наверное, лучших в республике. Тоже не могу не отметить наш клуб, да, Инкфайтер, ничем не уступает, если не лучше, да, этих клубов. Поэтому у нас в республике, если элементарно сделать чемпионат республики, да, здесь сильнейшая конкуренция бывает. Это мы увидим на каждых турнирах, бескомпромиссные бои, жесткие бои, отличные бойцы. Это можно наблюдать на каждом турнире у нас. После окончания турниров и небольшого отдыха воспитанники бойцовского клуба Инкфайтер уже начали подготовку к новым вызовам. До начала очередного старта не так много времени, состав участников уже определен. Остается пройти усиленную подготовку в родном зале и правильно настроить себя на этот турнир. Ума, расскажи, к каким турнирам ты готовишься, вообще как у тебя проходит подготовка? В конце декабря должен быть турнир в Дагестане, Fight on Eagles, по-моему.
готовимся в своем родном клубе с своими тренерами Мусимом Хакатиевым и Вахом Шанхоевым. Подготовка проходит пока нормально, функционально мы пока готовы. Нужно потянуть немного защиты борьбы, так как Дагестан знаменит своей борьбой. И все, мы будем готовы, да, Яндели 28-го будем показывать свой стиль, свою борьбу, свою стойку. Если в общем говорить, Умар, как у тебя расписана неделя, да, по фазам, и какой день самый сложный тренировочный день? Каждый день, так как я хожу на учебу, мне не удается утром ходить на тренировку. Я утром хожу в учебу, после обеда прихожу домой, отдыхаю, потом на тренировку. И каждый день особенный сложный день. Я могу отменить четверг, как так, потому что четверг у нас кроссфит, и функционально это проходит тяжко, и бывает очень трудно работать на функционалку. А так каждый день проходит легко и хорошо. Вот, насколько я знаю, Умар, у тебя была, да, небольшая травма. Успел ли ты залечить свою травму, и в какой форме ты сейчас находишься? Насколько ты готов к предстоящему турниру? Травма была, но мы залечили ее, закачали точнее. Пока я чувствую себя хорошо и думаю, готов на 80%, но осталось достаточно времени, чтобы подготовиться. И к предстоящему бою я думаю, что я буду готов на 100%. С момента открытия клуба ребята уже успели поучаствовать в различных турнирах. Каждый раз подтверждаю, что в этом зале тренируются очень перспективные бойцы. 6 раз в неделю спортсмены оттачивают все нужные аспекты в смешанных единоборствах. На каждой тренировке бойцы стараются выкладываться на все 100%. Ведь только таким образом можно достичь больших высот в любом виде спорта. Безусловно, такие турниры дают огромный толчок нашей молодежи. Это огромный опыт для ребят, потому что не всегда получается выезжать, да, за пределами республики. И когда мы проводим такие турниры у нас, это конечно же, это отличный результат, потому что ребята могут прийти, подраться, получить опыт, получить поучиться чему-то новому, да, там на турнире, потому что там много разных бойцов бывает, много чего, где нужно и характер, и сила воли, вот, там они учатся многому, поэтому такие турниры, безусловно, очень важны и нужны для нашей республики. А касаемо меня, касаемо федерации, да, ММА республики, мы над этим уже работаем, вот, составили уже календарный план, который отдали в Минспорт, который они одобрили. И с января месяца, я надеюсь, по воле Всевышнего, у нас все получится по календарному плану. Там у нас в республике намечается очень много даже любительских турниров по Союзу ММА, официальная версия. Это и отборные СКФО, и межрегиональные турниры, и открытые турниры, и просто чемпионаты республики. Я надеюсь, что все будет нормально и все получится у нас. В этом зале тренируются как профессиональные бойцы, так и начинающие файтеры. Тренеры бойцовского клуба стараются делать ставку на молодежь, ведь ММА стал одним из самых популярных видов спорта во всех странах мира. А чтобы правильно начать его развитие, нужно начинать с самых молодых.
Макширип, расскажи, как давно ты занимаешься в этом зале и вообще как ты пришел в этот зал? Ну, я здесь пришел тогда, мне исполнилось 6 лет. Вот почему именно вот смешанное единоборство? Как ты вообще пришел в этот зал? Ну, Тебя папа привел или ты сам пришел? папа привел. А раньше занимался какими-то другими видами спорта? Занимался гимнастикой А где тебе больше нравится, здесь или там? здесь. Почему? Потому что в гимнастике нас там учили приемы, которые я уже знаю. А здесь уже новые приемы, которые я уже не знаю. А где сложнее? Здесь. А тебе расскажи про ваши тренировки. Вот насколько сложны у вас тренировки и нравится ли тебе заниматься здесь? Мне здесь нравится заниматься. Здесь нормально здесь тренировки, интересные. А ты уже выступал на каких-нибудь турнирах? Ну, нет, я пока что не выступал. А в ближайшее время планируешь выступить где-нибудь? Ну да, Хочешь стать чемпионом? да, хочу. Everybody was over 6 месяцев olsa كرت أخاورس دي ميستاك إذا بربع opportunity وزا حاجة إخرس А хала мычах это. شنخ فيزيك ديك ستويك بربع ديك За хала мала залда. У зале халада или халхо карета и хач халада. شنخ وزالي فيزيك ديكر بربع ستويك ووز إذا بربع ديكا ستويك тренер ديكا Ханц ахшира цана соревнованиях участвует один. كرت أخا Именно Ханц ММА участвует один в соревнованиях. Сам первый сценарий Сауха Чхана 29 сентября ярс و طبعا третий ахкарас. Ханц уже второй сценарий Сауха первый ахкарас. Ханзы даху хай хадам люди мало результаты без мба именно ММА. Но чемпион без мбасы. Выступать в соревновании первый жах. Чемпион хогол же фодидеста. Трудиться здесь, 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 кортовал здесь. Впереди у этих ребят кропотливые тренировки и множество различных турниров по смешанным боевым единоборствам. Пройдя по ступеням любительских турниров, у наших бойцов есть прекрасная возможность выйти на профессиональный уровень.